Рахмет ага. Қадірлі достар. Итак, учеными-лингвистами доказано, что одним из эффективных технологий изучения любого языка является овладевание двумя базами. Первая база – это языковой состав, либо же лексиконный состав. Вторая база – это навыки по построению предложений. И в этой связи одним из эффективных решений являются разговорники. Там есть базовый лексикон, а также типичные либо часто употребляемые предложения. Для изучения башкирского языка, расширения практики его применения с современными информационно-телекоммуникационными технологиями и с выработанными учеными-лингвистами технологиями мы разработали первый башкирский разговорник, мобильное предложение, которое называется «Салям». Салям состоит из 34 разделов по различным жизненным ситуациям, таким как общие фразы, просьбы, комплименты, путешествия, экстренные ситуации. Все эти 34 темы включают в себя, первое, базовый лексикон, который необходимо овладевать по каждой теме, и типичные выражения, которые явственны для конкретной темы. Каждая тема, она имеет функции дикторской озвучки, а также инструменты по изучению фраз и лексикона необходимого. Вместе с тем, общее количество устойчивых фраз, которые разбиты на 34 темы, их составляет более 3500 единиц. Далее, для начинающих изучать башкирский язык разработаны такие разделы, как алфавит, специфические звуки, написание букв. Это разделы, которым в интерактивном режиме показывается каким образом писать, научиться буквы башкирского языка, либо же научиться вырабатывать специфические звуки башкирского языка, также в анимированном и интерактивном режиме. Безусловно, разговорник не может обойтись без пополнения постоянного систематического словарного запаса. В этой связи в разговорнике есть словарь башкирско-русский общеупотребительной лексики. Объем его достигает более 15 тысяч слов с синхронным переводом, с озвучиванием и также с инструментами для постоянного изучения и для повторения накопленных знаний. И, безусловно, для того, чтобы показать мудрость нашего народа, на двух языках мы реализовали раздел пословицы, чтобы пользователь мобильного приложения мог узнать эту мудрость и, соответственно, выучить какие-то пословицы. И то же самое для увеличения своего багажа знаний по башкирскому языку. Мобильное приложение доступно на электронных площадках Google Play и App Store, бесплатно для пользования и для скачивания. Вместе с тем, есть у нас новая разработка, которая сейчас ведется, и она будет доступна в конце этого года. Это мобильный медицинский коммуникатор. Данный проект ведется на базе Башкирского государственного медицинского университета. Авторами проекта является непосредственно и куратором ректора Башкирского государственного медицинского университета Валентин Николаевич Павлов. Также один из соавторов находится у нас в студии, Абдрахимов Руслан Вахидович, и Азат Уранович Кинебулатов. Данное мобильное приложение направлено на то, чтобы установить коммуникативную связь между пациентами и лечебным учреждением, и также с самим лечащим врачом на 3 языках, на башкирском, русском и английском. В данном приложении разработаны все жизненные, либо часто обращаемые ситуации между пациентами и лечебным учреждением, для того, чтобы, если пациент окажется в той или иной жизненной ситуации, когда ему необходимо обратиться в лечебное учреждение за помощью по своему здоровью, он мог, вне зависимости от того, что не владеет он башкирским либо русским языком, а владеет английским языком, благодаря синтезу речи через мобильное приложение воспроизвести свою проблему, соответственно, обратиться за квалифицированной медицинской помощью. Данное приложение необходимо разрабатывать, во-первых, на платформах Android и iOS, а также будет доступно для лиц с ограниченными возможностями здоровья по нозологиям слабослышащие, слабовидящие и слепые и глухие. Вместе с тем, приложение содержит в себе интерактивные либо анимированные разделы, где наглядно можно показать, какая часть тела у человека вызывает проблему при общении в лечебном учреждении с врачом. Спасибо большое.
Если будут вопросы, рад на них ответить. Зөрде рахмат Айнур Рауфулы, айда уртар турайык Айнур. Шулай деп Айнур Рауфулына хораулар. Рахим итегез. Хамад, менің харауым бар. Хайырлы кез. Вот насчет приложения вот этого, да, разговорника. Почему салям не худлек или хлешевлек какой-нибудь? Спасибо большое за вопрос. Безусловно, любая коммуникация начинается с приветствия. На башкирском языке салям. Поэтому и возникло такое название. Ну и салям ол популяр программа бит инде ул. Шугала мугаим салам деп кушкандардыр инде. Тагыла хараудар бармы? Әйдәгедәле Айнур Рауфулына ошо кушымталарды эшләү буенча кемдер бәлки ниндәдер күптән хорарга теләгән харау булһа, рәхим итегез. Фүзһезгә. Бұл сәлам хүдлеген ұзақ эшләнегезме? Нинди вакыт аралыгы талап ителде? Раздел исключительно словаря, который содержит 15 тысяч слов, оно делалось, наверное, более 3 месяцев. Потому что компонентный состав с инструментами по синхронному переводу, с инструментами по запоминанию, отработке этих уже слов, оно занимает техническое время. Поэтому, наверное, более 3 месяцев. Тагыла хараудар булһа, рәхим итегез. Һәм менә бездән яңгыраган харауга монда җаваплар бик күп килде. Әйткәндәй, салам кушымтаһы ул айыру популярлыгын күрһәтте, чөнки әле монда бер 15ләгән җавап бар. Харау булайрак яңгырагайны. Салам кушымтаһының мәдәният бүлегендә 4нче харау ничек яңгырай дип. Һәм дөрес җавап ул билет күпме тора, шулай бит? Шулай? Монда бына әле җаваптар килә һәм иң беренче булып җавап бергән кызыкай ул 454 мән тәмамланган. Менә шу аватаркандагы хүрәт. Ихлас кына котлайбыз, алкышлайык уга. Айнурга тагыла хараудар юкмы? Улайһа без сезгә зур рәхмәт әйтәбез. Әлегә